Больше миллиона российских семей оформили заявки на единовременные пособия на детей от 3 до 16 лет. В понедельник Владимир Путин заявил, что с 1 июня на каждого такого ребенка выделяется единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. На следующий же день Минкомсвязи на сайте госуслуг запустила специальный сервис, и практически сразу же число заявок на нем достигло 500 тысяч, а через 3 часа – миллиона. Все дело в простоте оформления. Для получения выплаты достаточно подать заявление на портале госуслуг, где нам сразу же открывается раздел «Пособие на детей от 3 до 16 лет» и второй раздел «Пособие на детей до 3 лет». Но до этого нужно зарегистрироваться. Необходимо заполнить персональные данные. Сразу после кликаем на кнопку «Зарегистрироваться». Далее на номер телефона или почты, в зависимости от того, что мы указали, придет код подтверждения. Его вбиваем в графу и сразу кликаем на вкладку «Продолжить». Далее необходимо установить пароль, который нужно запомнить. Его мы в последующем будем использовать для входа в личный кабинет. Потом нам нужно вбить паспортные данные и номер снился. Далее кликаем на «Сохранить» и внимательно проверяем правильность введенных данных. И вот потом мы получаем упрощенную учетную запись. После проверки паспорта и снился она получает статус «стандартная». Но для того, чтобы подать заявление и пользоваться всеми спектрами услуг портала, нам недостаточно стандартной учетной записи. Для этого нужно подтвердить личность через Сбербанк онлайн. Открываем приложение Сбербанк онлайн, переходим в раздел «Платежи-переводы», листаем вниз, нажимаем на вкладку «Регистрация на госуслугах». Далее «Подтвердить учетную запись». Далее появятся ваши данные и номер телефона. Кликайте на вкладку «Продолжить». После вам необходимо вбить номер вашего снился и снова нажимаете на вкладку «Продолжить». После всех манипуляций вы получите подтвержденную учетную запись. Затем уже на главной странице видим необходимый нам раздел. Нажимаем «Оформить заявление на всех детей». Вписываем номер записи акта о рождении ребенка, снился, дату и место его регистрации, как это указано в свидетельстве о рождении. Важно обязательно проверить правильность введенных данных до отправки. Заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей может подать один из родителей, отец или мать. При подаче заявления отцом он должен указать реквизиты именно своего счета. Если подает заявление мать, то она указывает реквизиты своего счета личного. При подаче заявления, если они указали не свои счета или ошиблись в цифрах, то им вынесут отказное решение. После чего им придется заново составлять заявление и подавать в пенсионный фонд. Выплаты начнут выдавать с 1 июня. Решение о предоставлении пособия примут в течение 5 рабочих дней. Если оно будет положительным, уведомление придет в личный кабинет на госуслугах. После этого в течение 3 дней деньги переведут на счет. Средства будут выплачиваться на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая 2020 года по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский семейный капитал. Потратить деньги можно на любые цели. Более того, сохраняется право на получение других пособий. Например, часть семей смогут получить выплаты на 10 и на 5 тысяч рублей для детей до 3 лет. Кстати, Владимир Путин расширил право на получение ежемесячной выплаты. Такие выплаты могут получить не только семьи, у которых было право на материнский семейный капитал, а также все семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. В пенсионный фонд на выдачу ежемесячной выплаты детям до 3 лет поступило уже более 12 тысяч заявлений, из которых по 20% приняты отрицательные решения. А все из-за спешки и невнимательности людей. У нас выносят очень много отказных решений. Именно почему? Потому что ошибаются в реквизитах счета. Также ошибаются при заполнении сведений на ребенка. Могут указать фамилию, имя, отчество, там дополнительную букву могут указать. Или дату рождения ребенка указать неправильно могут. Ошибиться в месяце. Им тоже выносят отказные решения, так как они проверку в ЗАГСе не проходят. Спешка может обернуться ожиданием дополнительных 8 рабочих дней. Выплаты успеют получить все. Торопиться некуда, говорят в пенсионном фонде. Обратиться за их назначением можно вплоть до октября. В общей сложности единовременную меру поддержки получат 27 миллионов российских детей. До 15 лет включительно. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.